Здравствуйте, ребята, с вами я, Альмира Ринатовна. Сегодня на уроке мы решим еще одну задачу на тему прямоугольные треугольники. В общем, тема называется решение прямоугольных треугольников, потому что в этой теме вы применяете как тригонометрические функции, так теорему Пифагора и всевозможные свойства высоты, медианы и так далее. В нашем случае нам дан прямоугольный треугольник ABC, причем угол B равен 90 градусов, длина AC равна 8, длина EC равно 7. Нам нужно найти длину AB. На что хочется обратить внимание. Так как это прямоугольный треугольник, то приходит на ум использование теоремы Пифагора. Тем более, что нет значения никакого угла. Вот очень часто вы спрашиваете, когда что применять. Дело в том, что предмет геометрии, он не подразумевает один и тот же путь при решении задач. Если, допустим, в алгебре, в математике мы можем сказать, что если вы видите какое-то условие, то действуйте именно так. В геометрии, к сожалению, нельзя дать общих каких-то правил и говорить, что если известно катет, то вы только используете теорему Пифагора. Если используем угол, то только используйте тригонометрические функции. Всегда в комбинации вы решаете эти задачи. Итак, давайте с вами порассуждаем. У нас треугольник ABC. Сразу приходит теорема Пифагора. Давайте попробуем использовать теорему Пифагора, тем более, что здесь нет в условии никаких углов. Итак, рассмотрим треугольник BEC. Этот треугольник у меня прямоугольный. Очень важно в геометрии видеть, что угол B относится не только к треугольнику BEC, но также и к треугольнику BAC. И это совсем не сложно. Итак, треугольник BEC – это прямоугольный треугольник. Тогда на что можно обратить внимание? Что сторона BE у нас неизвестна. И BC у меня неизвестна. Но в треугольниках BEC и в треугольнике BAC сторона BC общая. И вот это очень важно. BC общая сторона в двух прямоугольных треугольниках. Прямо запишем треугольник BEC и треугольник ABC. Треугольник ABC. Эта сторона будет общая. Для чего? Дело в том, что с треугольника BEC я могу записать, чему равна длина стороны BC. Хотя бы выражением. Итак, BC в квадрате будет равно. Используем теорему Пифагора. Итак, теорема Пифагора нам говорит о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть c в квадрате равно а квадрат плюс b квадрат. В нашем треугольнике BC является катетом. Это катет. Катет. И в треугольнике ABC это тоже катет. Поэтому BC в квадрате будет равно CE в квадрате минус BE в квадрате. CE у нас известно, а вот BE у меня неизвестно. Но что очень важно, что BE равно AE. Поэтому давайте с вами обозначим BE равно AE и обозначим через x. Что в результате получается? Следовательно, BC в квадрате будет равно CE в квадрате минус x в квадрате. Далее. Все, мы остановились. Единственное, можно записать, что BC в квадрате равно 7 в квадрате, это 49, минус x в квадрате. У нас две неизвестных переменных, поэтому мы пока остановимся. И рассмотрим треугольник ABC. В этом треугольнике я тоже могу использовать теорему Пифагора. Итак, BC в квадрате будет равно AC в квадрате минус AB в квадрате. Итак, BC в квадрате, опять же я записываю, равно AC в квадрате, это 8 в квадрате, это 64. 64 минус AB в квадрате. И опять у меня получилось две переменные. Но в первом случае мы ввели переменную x. Для чего мы ее ввели? Дело в том, что если у меня BE равно x и AE тоже равно x, следовательно, AB будет равно 2x. Поэтому я запишу, что BC в квадрате равно 64 минус 2x. И все это выражение обязательно возьмем в квадрат. Ну а теперь обратим внимание, BC в квадрате равно 49 минус x квадрат, и BC в квадрате равно 64 минус 2x в квадрате. Давайте выпишем. BC в квадрате равно
49 минус х в квадрате. И bc в квадрате равно 64 минус 2х в квадрате. Что в результате получается? Если левые части у меня одинаковые, то и правые части между собой равны. Тогда я могу приравнять. В результате получится 49 минус х в квадрате равно 64 минус 2х в квадрате. И тогда мы можем увидеть уравнение с одной переменной. Давайте с вами преобразуем это уравнение и перенесем неизвестные слагаемые в одну часть, а известное в другую. Не забывайте о том, что 2х в квадрате – это выражение, поэтому я переношу, это получается плюс 4х в квадрате. Вот на этом этапе вы часто делаете ошибки. Вы пишете 2х в квадрате, ответ. Нет, это 4х в квадрате, равно 64 минус 49. И тогда мы посчитаем, что 3х в квадрате у меня равно 64 минус 49, это получается 15. И тогда х в квадрате у меня равно 5. Тогда х будет равен просто корень из 5. Нам в ответе нужно записать длину АБ. Если у меня х равен корень из 5, тогда я могу записать, что АБ у меня равно 2 умножить на корень из 5. И ответ будет 2 корней из 5. АБ равно 2 корня из 5. В этой задаче мы с вами увидели два прямоугольных треугольника и выразили одну сторону через разные выражения. Затем мы эти выражения приравняли и нашли значение неизвестной переменной х. На следующем уроке мы с вами продолжим решать задачи. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.